Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте. Ежегодно к торжественным датам ветеранам предусмотрены специальные выплаты. Кто и сколько денег получит в этом году? Для ветеранов Великой Отечественной войны, участников, инвалидов, несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов, тружеников тыла предусматривается выплата 1500 рублей. То есть это по поручению губернатора Мурманской области Дмитрия Владимировича Дмитриенко. Эта выплата производится, увеличена почти в 3 раза. В прошлом году размер составлял 550 рублей. Сегодня практически уже более 10 тысяч ветеранов получили эти выплаты, практически все наши ветераны. И сумма более 16 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели было израсходовано 6,5 миллионов рублей. Также были произведены выплаты уже категории, мы их называем «Дети войны». Более 70 тысяч человек получили выплаты по 500 рублей. Но также по поручению губернатора Мурманской области размер будет увеличен в текущем году до 600 рублей. Какие еще меры социальной поддержки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предусмотрены в нашем регионе? Категория региональная льготников, ветеранов войны, это труженики тыла, получает ежемесячную денежную выплату. Сегодня она составляет 693 рубля 22 копейки. Эта выплата ежегодно индексируется. Когда мы начинали производить выплату с 1 января 2005 года, она составляла всего 450 рублей. И в прошлом году на эту выплату было израсходовано более 1 миллиона 700 тысяч рублей. В этом году, в соответствии с постановлением правительства, которое в сентябре прошлого года принималось, у нас сегодня действует одна программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Но там в этой программе 5 подпрограмм, в том числе и вот все программы, теперь они подпрограммы, социальная поддержка инвалидов, сегодня это доступная среда, старшее поколение и поддержка военнослужащих и бывших уволенных с военной службы. Но уже финансирование программы на 3 года увеличилось более чем 2,5 раза. То есть это почти уже 600 миллионов рублей. В соответствии с федеральным законодательством инвалиды войны, кому в этом есть необходимость, должны быть обеспечены автотранспортом. Вот эта работа у нас в нашей области проводилась с 1991 года. И сегодня, в настоящее время, все инвалиды, кому это положено, получили автотранспорт. Всего 503 автомобиля. Сегодня можно говорить о том, что не только выполняются все обязательства, в том числе и перед ветеранами, но и принимается новое. Так, по поручению президента Российской Федерации, правительства Мурманской области в марте была принята новая программа, это повышение качества жизни пожилых людей на 2011-2013 годы, и на ее финансирование предусматривается более 82,5 миллионов рублей. Здесь предусматривается развитие сети социальных учреждений и создание новых служб, в том числе надомные сиделки, мобильные бригады социальные для предоставления услуг в отдаленных населенных пунктах и в сельской местности. Спасибо, Валерий Михайлович. Сегодня гостем нашей студии стал заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Валерий Палькин.